Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё і Е-прамовы. Пры мікрафоне Маша Калеснікава. Нас можна не толькі глядзець і слухаць, але яшчэ і глядзець у Фейсбуку, Аднакласніках, у Кантакце і на Ютубе. 23 чэрвеня у суботу ў Мінску пройдзе вялікі брытанскі фестываль, які ладзіць амбасада Великабрытаніі ў Беларусі і, уласна кажучы, амбасадарка Великабрытаніі Фіёна Агіп і супрацоўніца амбасады Вольга Рапенчук сегодня наши гости. Привитание. Добрый день. Добрый день. В прошлом году британский большой фестиваль собрал в Минске 50 тысяч зрителей, посетителей. Я так понимаю, что в этом году стоит ожидать еще большее количество, большее число, правда? Конечно. Чем он будет особенен, этот фестиваль, в этом году? Маша, спасибо большое за возможность продвигать наш фестиваль 23 июня на площадь Свободная и также наш фан-зон 22 июня в субботу на Палац спорта, на площадь рядом Палаца Это во время спорта. Европейских игр будет отдельная фан-зона. Это большой выходный британской культуры и в субботу, и в воскресенье. Вы правильно сказали, что год назад мы видели 50 тысяч людей на площади Свободная в течение дней. Конечно, в этом году я надеюсь, что будет даже более людей. Но в Минске будет много людей. Будет много людей благодаря минчан. игр, конечно, я знаю. У нас мы планируем и в субботу, и в воскресенье мы планируем много активностей и мероприятий. Будут наши гости из Великобритании, например, Clean Cut Kid и Dan Owen. Я не могу сказать, что он по всем мире очень известный, но они представляют талант среди британских, наша молодежь на нашем музыкальной сцене в Великобритании. И что еще? Есть наш зон, у нас есть различные зоны, как в год назад. Есть наш зон образования, наш зон торговли, зон, где мы можем показать сотрудничество между британских и белорусских благотворительных организаций. И что есть еще? Есть что-то для всех, для детей, для родителей, для бабушки, дедушки. Я надеюсь, что есть что-то для всех. Есть что для всех. То есть можно будет действительно хорошо отдохнуть и узнать больше информации о Британии. На ваш взгляд, подобные фестивали, они располагают к тому, что белорусы начинают больше интересоваться британской культурой? Мне кажется, что есть большой интерес к Великобритании со стороны населения в Беларуси. Конечно, английский язык, конечно, это очень популярный язык. И наша королевская семья, есть наши традиции, наши инновации, наш пейзаж, наш BBC и наша история. Мы очень горды британской историей и наших традиций. И мне кажется, что в Беларуси у вас есть такая ассоциация. И у вас есть такой интерес лучше поднимать нашу страну. И я вижу, что есть более и более белорусских туристов, которые посещают Великобританию. То есть можно сказать, что благодаря в том числе и фестивалю количество туристов из Беларуси в Британию увеличивается с каждым годом. Есть какая-то цифра?
я не могу сказать, что это прям есть такая прямая связь между фестивалем и количеством туристов, но сколько туристов вы спросили? Последние числа? Последний цифр, это 11 тысяч около за год. Да. То есть это количество увеличивается? Да, да. Например, по сравнению с 3 года назад, да, это более сейчас, более туристов. А стало ли легче делать белорусам британскую визу? Еще раз? Легче ли белорусам теперь сделать британскую визу? Потому что раньше с этим были трудности. Это не трудно получить британскую визу. Надо только аккуратно читать наш веб-сайт. Это не наш веб-сайт, это веб-сайт UKVI. Министерство внутренних дел у нас. У них есть сайт, и надо очень аккуратно читать, что надо сделать, и выполнить заявку аккуратно. Это не сложно. Я думаю, что есть около 95-96% одобренных заявок. Одобренных заявок. Я хочу нагадаць, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё гэта амбасадарка Великабрытаніі ў Беларусі Фіёна Гіб і супрацоўніца амбасады Вольга Рапіншук. І мы сёння размаўляем і пра фестываль, які адбудзецца 23 чэрвеня і 22 чэрвеня таксама, фестываль брытанскай культуры ў Мінску. Ну і ўвогуле пра тое, што цікавага адбываецца і ў адносінах Беларусі і Брытаніі. Госпожа Фиона, значит, много белорусов хотят учиться в Британии. Вот. Растет ли тоже количество студентов белорусских в вашей стране? И с чем это связано? Я знаю, что в Британии достаточно дорогое образование. Да, это дорогое, но это качество. И я знаю, что 4 из 10 самых лучших университетов в мире находятся в Великобритании. Это очень известный факт. И, конечно, есть много людей, которые хотели бы учиться в Великобритании. Когда у вас есть такой диплом, будет лучше найти хорошие рабочие места, мне кажется. Не только в Беларуси, но в других странах тоже. Я, к сожалению, у меня нет сегодня цифр количества студентов из Беларуси в Великобритании. Но я знаю, у нас есть, что я хотела бы сейчас рекламировать, это наша программа стипендий. У нас есть наш Chevening программ, и период подачи заявок начинается в августе, и есть информация в нашем сайте, нашем Facebook-сайте и в ВКонтакте, сайте посольства. И сейчас в Великобритании учатся 8 белорусских студентов сейчас. И эта программа продолжается уже 20 лет? 15 лет? 30 лет в Беларуси. В Беларуси 20, а вообще 30. Окей, вообще 30 лет, в Беларуси 20 лет. И, но у каждого университета есть в Великобритании есть тоже своя программа стипендий. И такая информация можно найти в веб-сайте любого университета. То есть белорусы, что приятно, пользуются этими возможностями, но все-таки, чтобы учиться в Британии,
главнее иметь деньги или хорошо знать язык? Это тоже очень важная причина. Is it more important to have money or to speak language to go to study to the UK? Well, конечно, надо знать английский язык. И есть это IELTS-тест. И я не эксперт, я не знаю всю информацию, но если вы хотите учиться в Англии и Великобритании, надо иметь определенный уровень английского языка, знаний английского языка. Это IELTS-тест. И любой университет требует такой уровень в IELTS. Значит, надо хорошо учиться английский язык и в школе, и в университете. А как вы вообще оцениваете знания английского у белорусов? Вы же наверняка сталкиваетесь часто вот с белорусами в обычной жизни, и многие все-таки говорят, что нам бы получше учить язык. Нужны какие-то другие программы, возможно, образовательные. Есть много частных школ в Беларуси, где вы можете учиться английский язык. Но очень для меня, например, когда я посетила недавно школу 138, где учится дочка подруги. Недавно, 2 месяца назад я посетила эту школу, и я встретилась с 20 студентов, которые учатся английский язык. Им 14 до 17 лет. И их уровень английского языка очень замечательный. Я была очень впечатлена. И значит, что у вас есть в школах, как я знаю, как я видела, есть очень хорошее качество преподавателей. И есть энтузиазм среди студентов. Их знание слов, сложных слов по-английски, это было очень хорошо. И мы провели вместе 2 часа. Это было замечательно. И если эта школа 138, это representative of other schools, показывает, как показывает положение в других школах в Беларуси. Это очень хорошо. Да. Мы должны прерваться на небольшую паузу, и после этого сустрэнемся неўзабаве, сябры. Єврорадіо. Новини – наша справа.
Вітаю студыю Ольга Міскевіч. Каротка пра асноўныя падзеі. Былы пасол Расіі ў Беларусі Михаил Бабіч працягне займацца інтэграцыйнай тэматыкай на пасадзе намесніка кіраўніка Міністэрства эканамічнага развіцця Расійскай Федэрацыі. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрий Пяскоў, перадае ТАСС. У прыватнасці ў абавязкі Бабіча будзе ўваходзіць каардынацыя, арганізацыя інтэграцыйнай работы, што з'яўляецца надзвычайна важным, распавёў Дмітрий Пяскоў. Цікава, што менавіта непасрэдны начальнік Бабіча Максім Арэшкін заявіў на днях, што Беларусь і Расія узгаднілі інтэграцыйныя падыходы на 90%. У польскай газеце «Жэчпасполіта» выйшаў артыкул о апарацыйнай міграцыі з Беларусі, які папярэджвае палякаў аб нашэсці беларускіх астарбайтараў. Загаловак матэрыялу змяшчае мову нянавісці. Цытую: «Увага, палякі, беларускае войска набліжаецца». Аўтар артыкула піша, што раней у Польшчу на працу ехалі ў асноўным нізкакваліфікаваныя беларускія работнікі, а цяпер у суседнюю краіну з Беларусі перабіраюцца лекары, выкладчыкі і навукоўцы. Варшава і Вашынгтон вызначылі 6 кропак на ўсходзе Польшчы, у якіх размясціцца амерыканскія войскі. Аб гэтым па вяртанні ЗША паведаміў міністр абароны Польшчы Марыюш Блашчак. Дзвюм удзельніцам Pussy Riot, Вользе Курачовай і Вераніцы Нікульшчыны забаранілі ўезд у нашу краіну. Пра гэта ў сябе ў соцсетках распавялі дзяўчаты, публікавалі фотаздымкі са штампамі ў пашпарце. Дзяўчыны ляцелі ў Кіеў з перасадкай у нашай сталіцы. Падчас перасадкі удзельніцам Pussy Riot паведамілі, што ім забаронены ўезд у Беларусь да 22 траўня 2020 года. Аднак, нягледзячы на забарону, іх пусцілі на рэйс у Кіеў. Вераніка і Вольга сталі вядомымі пасля акцыі Pussy Riot падчас фіналу чэмпіянату свету па футболе летась у Расіі. Дзяўчыны ў форме расійскай паліцыі выбеглі на поле падчас фінальнага матча чэмпіянату свету па футболе. Ольга Міскевіч, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Працягваецца сумесны стрым Еўрарадыё і е-прамовы. Маша Калеснікова пры мікрафоне. 23 чэрвеня у суботу, у нядзелю таксама у Мінску пройдзе вялікі брытанскі фестываль, які ладзіць амбасада Великабрытаніі ў Беларусі і, уласна кажучы, амбасадарка Великабрытаніі Фіёна Гіп і супрацоўніца амбасады Вольга Рапеншук сёння нашыя госці. В конце этой недели стартуют Европейские игры. И, насколько я знаю, команда Великобритании одна из самых больших, которая участвует. Как вы собираетесь, не знаю, развлекать своих соотечественников в Беларуси? Или они будут заняты исключительно соревнованиями? Я надеюсь, вы встретитесь с ними, но нет точные планы до сих пор. Возможно, в субботу на площадь рядом Палаца спорта некоторые спортсменов приедут поддерживать наш фан-зон в субботу. Это очень сложно, потому что они не приедут все вместе, зависит от когда они... От старта соревнований. Да. Ну, это правда, это британская команда, это одна из самых больших команд, и я очень горда для этого. Как много будет болельщиков? Есть ли какая-то цифра? Погранкомитет сегодня объявил, что уже 69 британских болельщиков прибыли в Беларусь. Сколько? 69 уже. Ага. Я не знаю, потому что не надо виза. Мы не можем получить такую информацию из белорусских властей, потому что когда не надо виза, только после игр, возможно, мы можем узнать. Но я надеюсь, что будет, по крайней мере, будут члены семьи спортсменов, которые приедут сюда. Но я надеюсь, что будет... Потому что из Великобритании это не так сложно приедет сюда. В Азербайджане 4 года назад я знаю, что не было много британских болельщиков. Но это сложнее
ездить туда, в Азербайджан, из Великобритании. Сюда есть прямо рейс из Лондона. So я надеюсь, что будет много туристов. На ваш взгляд, интересна ли британцам Беларусь? Что они знают о Беларуси? Потому что существует много стереотипов, конечно. Прочитав где-нибудь, не знаю, посмотрев Евроньюз, можно увидеть какие-то кадры разгону акций, например, в Беларуси. И многие вот в связи с этим боятся ехать в нашу страну. Они не боятся. Но это правда сказать, что нет большое знание о Беларуси. Это правда. Но что я могу сказать, это каждый гость, который был здесь, в Беларуси, в резиденции, наши официальные гости и частные гости. У меня было много частных гостей тоже. И без exception. Без исключения. Без исключения. Они вернутся в Англию с большим позитивным впечатлением. Они приехали с открытым мнением. Они не ожидали такой опыт здесь. Каждый гость нашел что-то позитивное. Что-то позитивное. И это, мне кажется, что это игры. Это большая, важная возможность для Беларуси, чтобы показать позитивные стороны страны. Вот вы уже 4-й год работаете в Беларуси. Да. Какие качества белорусов вам нравятся? Чего вот не хватает, может быть, британцам, вот вы бы хотели видеть, да? И каких, например, британских качеств нам тоже недостает? What qualities do you Brits lack that Belarusians have, and vice versa? О май гош, сложный вопрос. Я очень ценю уважение здесь, потому что мне кажется, что люди, как сказать, they deal with each other respectfully, как сказать? Относятся друг к другу с уважением. Относятся друг с другом с уважением. На улице люди спокойно сделают свой бизнес на улице. Это для меня это самое важное. И есть curiosity, как сказать? Любопытство. Любопытство. Есть хорошее любопытство здесь. И kind of, I don't know, как сказать? Это сложный вопрос. Но Хорошо, будем радоваться на самом деле, что мы вот уважаем друг друга. Это очень приятно слышать. Вот ваши отношения к Беларуси за эти 4 года, за 3,5 изменилось? Вы же тоже наверняка вот ехали с каким-то одним мнением, а сейчас оно уже когда я приехала почти 4 года назад, я приехала с определенным впечатлением. Я приехала сюда с открытым мнением, да, конечно. Но в течение этих 4 год я развивала большое, как сказать, большое уважение. Я знаю, что наши отношения, как-то я говорю официально, наши отношения есть, конечно, мы не договоримся на всех. Есть некоторые различные, например, что касается прав человека, что касается независимости СМИ, что касается возможности собирать вместе на улице. У нас есть такие... Есть конструктивные разговоры, но мы не
всегда на the same page. Не всегда на одной странице, на одной волне, на одной странице. На одной странице. Но самое важное, это что мы можем открыто обсуждать вместе, это самое важное. Но я не хотела бы сейчас фокусировать на этой стороне. Я хотела бы фокусировать на позитивной. И, например, наши экономические, торговые отношения развиваются. И я очень рада, что, например, в этой неделе приедет сюда наш заместитель министра экспортного торговли. Он приедет в четверг. И для церемонии открытия игр, и для launch, чтобы запустить первый раунд торговых отношений. И следующую неделю приедет сюда глав нашего экспортного финансирования отдел в Великобритании. Значит, что в посольстве мы много работали в течение 3-4 года. Мы много работали, чтобы развивать такие отношения. И я очень горда, что мы могли бы получить, что мы уже получили. И я надеюсь, что в будущем мы будем еще позитивно работать вместе. Ну, вы знаете, я не могу, к сожалению, не спросить, вот эта тема, она для вас близка. На прошлой неделе был введен в силу очередной смертный приговор в Беларуси, и многие европейские политики осудили действия белорусских властей. На ваш взгляд, вот стоит ли ждать все-таки изменений в позиции белорусских властей по этому вопросу? Да, это сложный вопрос. Я знаю, что 23 года назад прошел референдум в Беларуси, и что большинство респондентов голосовали за смертную казнь. Ну, это 23 года назад. И если anybody under 40. Все, кто моложе 40 лет, все люди моложе 40 лет. Они не голосовали. И мнение меняется медленно. Я знаю, что это я не понимаю, почему власти решили выполнить казнь сейчас. Прямо перед европейскими играми. В любом случае, in any event, it's a very bad thing to have the death sentence, but especially to carry it out just before the European Games, it's very unfortunate. But смертный приговор – это ужасное событие в любом случае, а совершить смертную казнь прямо перед европейскими играми еще хуже. Самый лучший шаг сейчас было бы решение президента вводить решение моратории сейчас. Это был очень позитивный шаг. Не значит отмен. Это только введение моратории позволяет период обсуждений. Этот период может быть в течение некоторых год. Но это самый важный шаг для Европы сейчас, для ЕС, было бы введение моратории. И я хотела бы подчеркнуть, что было бы такой шаг могло бы развивать больше наши отношения
к Белоруссию. И мы все в ЕС, наши европейские страны, мы очень мы очень хотим развивать эти отношения. Беларусь — это важная страна в центре Европы. И мы очень хотим успех этой страны. И мы поддерживаем, вы не могли бы представлять, как мы как мы поддерживаем, как у нас есть внутри такое желание развивать эти отношения. Ну, этот факт, к сожалению, что Беларусь не всегда помогает себе. Но у нас есть такое желание. Ну, видите, при этом вот на днях российские власти заявили, что согласовано до 90% программы интеграции с Беларусью, России с Беларусью. Вот. И как вы оцениваете такую информацию? Я читала сегодня утром. Но я не знаю, что понимать. Я знаю только, как ваш премьер-министр Румас, когда он был в Лондоне в прошлой неделе, и он ответил, что эти разговоры с Россией касаются только на экономической сфере и не на политической сфере. Я знаю, что президент Лукашенко очень защищает суверенитет Беларуси. Для него это так red line, как красная линия. Да, красная линия, суверенитет Беларуси. Мы, как я повторю, мы хотим, что эта страна, суверенная страна развивается. И поэтому такие шаги к Европе, что это очень важно для Европы, это очень важные шаги для правительства в Беларуси. И надо понимать, что такие шаги сейчас это важный момент принять такие решения. Это не выбор между ЕС и Россией. Это ваш очень важный сосед России. Это не выбор между нас и Россией. Мы оценим ваши отношения с Россией, но у вас есть возможность иметь другие друзья тоже. Ну так, да, будем надеяться, конечно, что оно таки будет. А в Беларуси новый министр МВД. И многие, я знаю, надеются, что с его приходом будет возобновлена работа над законом о домашнем насилии, которому в свое время и амбассада Великобритании тоже, да, финансово помогала проекту. Вот насколько оптимистично это мнение, на ваш взгляд? With the new minister, there is hope that the work on the domestic law, the domestic violence law, will be resumed. How optimistic this hope do you think? Конечно, я надеюсь, что это очень важная работа продолжается, да, конечно. Мы работали вместе с ООН на этой сфере. Да. И да, я не знаю. Президент, я надеюсь, что президент Лукашенко переживает, чтобы министр внутренних дел продолжает эту работу. Он критиковал этот закон раньше, но я надеюсь, что... Он тоже поменяет свое мнение. Да. Спасибо вам большое за то, что к нам прийшли. Я напомню, что я нагадаю, що гостями сьогоднішнього живого ефіру Єврорадіо промови стали амбасадорка Великобританії у Білорусі Фіона Гіб і супрацовниця амбасади Вольга Рапінчук. Ну а 22 і 23 червня ми вас запрошуємо на великі британські фестивалі, які відбудуться на площі Свободи у Верхнім городі, так само ля Палацу спорту. Там буде вельмі шмат брытанскага ўсяго, брытанскай музыкі, брытанскай адукацыі, брытанскай літаратуры, брытанскай культуры, так што там і паўбачымся.
Можете пригласить. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.